Сегодня мы в музее Золоман, Симферополь, проводим интересный эксперимент. У нас есть джезве 1,5 литра объемом. Мы хотим сварить кофе традиционным способом. На самом деле это уникальная история. Один такой большой джезве хватит на огромную компанию. Не нужно много ставить аппаратов, инструментов. Поэтому смотрите дальше и увидите, что получилось. Сегодня у нас вот такая вот интересная задача. Этот джезве на 1,5 литра, огромный джезве. Я первый раз буду варить в нем кофе, но думаю, что примерно есть план, что называется, что нужно делать. У меня есть джезве, который поменьше, на 800 грамм, но я думаю, что тактика будет такая же. Значит, что нам нужно будет? Нам нужно будет кофе, нам нужно будет вода, ну и, соответственно, горелка, да. Если у нас здесь 1,5 литра воды, значит, нам нужно будет 150 грамм кофе. Так, здесь у нас в пачках 100 грамм кофе, значит, полторы пачки сейчас будем взвешивать. Так, взвешиваем обязательно, потому что если мы будем просто ложками мерить, мы можем или больше насыпать, или меньше насыпать. Но в любом случае не то количество, которое нам нужно. Так, сейчас сразу и проверим, сколько здесь грамм. Это была шутка. Слушайте, четко, ровно 100 грамм. Но я же взвешиваю. Да. Так, значит, так, засыпаем кофе. Ну, первую пачку действительно можно было сразу и высыпать, да. Ну, ничего, я думаю, что мы этот момент перемотаем. Так, значит, сейчас мы засыпаем 100 грамм кофе. Кстати, у нас кофе это Уганда и Эфиопия, купаж, молотый, соответственно, и помолотый, мелкий помол достаточно для того, чтобы мы могли в джезве его приготовить. Так, есть. 100 грамм есть. Теперь отмеряем еще 50 грамм. Ложка с горочкой вот здесь 9 грамм, если без горочки примерно 5 грамм. То есть, ну, ложками я не советую мерить, потому что это всегда будет неточно. Так, 46, 49, 50 грамм. Готово. Так, засыпаем. Есть в интернете видел такие способы, люди экспериментируют, засыпают кофе и подогревают его на плите без воды. Ну, так, с желанием немножко подсушить. Категорически не рекомендую это делать, потому что вы можете прозевать, скажем так, кофе, и вместе с полудой все это дело сойдет. В общем, вы испортите и инструмент, и кофе. Если вы хотите подсушить, можно просто на солнце там, или просто в теплом месте. Так, значит, что? Кофе мы засыпали, теперь заливаем воду. По классике мерим горлышко, да, и само ну, основание. Значит, мы должны залить воду по это горлышко. Здесь у нас будет формироваться пенка. То есть вот это все, весь объем у нас будет вся пенка. Так, заливаем. Сними крупнее, здесь получится у тебя снять. Сейчас все это дело тщательно перемешиваем. Кстати, насчет температуры воды. Она не комнатная, она чуть-чуть теплее. Ну, по ощущениям, градусов 30 примерно. Тщательно перемешиваем. Наша задача, чтобы была однородная такая смесь, да, чтобы не было комочков. Внимательно за этим следим. Потому что наша задача, чтобы кофе проварился равномерно и максимально он отдал свой вкус и аромат. Так, залили. Вот, у нас получается вот такая вот масса. Хорошенько промешали. Все. Теперь можно начать готовить. Ставим на огонь. Вообще огонь обычно рекомендуется не сильный. Я тоже так рекомендую. И в среднем один джезве варится примерно 4 минуты.
Но этот, скорее всего, будет готовиться дольше, потому что больше просто объем, да. Поэтому, я думаю, минут 6-7 на все про все. И заранее покажи, пожалуйста, посуду. Мы приготовили 12 чашек. Обязательно готовьте посуду заранее, потому что когда вы сварили кофе, у вас просто не будет времени искать ее. Вам нужно будет сразу ее разлить. Если вы не разольете сразу, то пенка у вас осядет и не получится подать ее красиво. Просто кофе будет не такой красивый. Когда вы готовите кофе, да, и у вас начинает формироваться эта пенка, ну такая шапочка над кофе, я рекомендую ее немножко перемешивать. Перемешивать ее можно двумя способами. Можно взять ложку, специальную длинную кофейную ложку, и слегка вот так вот перемешать саму пенку. Она очень воздушная, и таким образом мы делаем ее более однородной. Вот сейчас она у нас абсолютно однородная стала, такая кремовидная воздушная пенка. Ни в коем случае ее не мешаем, вовнутрь не погружаем ложку. Слегка сверху помешали, опять же без фанатизма. Вот мы видим, что мы выровняли ее цвет, ее такую фактуру, структуру, да, и все, отлично. Вот, получается, обратите внимание, ровная абсолютно пенка, но здесь из-за разного цвета она немножко разная по цвету, но она абсолютно одинаковая по цвету. Вот в таком виде она будет формироваться. Если у вас огонь ровно распределен, то пенка у вас будет подниматься одновременно. То есть не будет она у вас там в бок уходить или что-то такое. Она будет у вас так... Вообще в идеале здесь такой колодец образуется, такое кольцо. Вот, обратите внимание на джезве. Вот левее возьми. Это старые инструменты, которым больше 100 лет. Все они сделаны из меди. И вот такая форма, она являлась традиционной для Крыма. Специальный упор ручки, потому что часто кофе готовился на углях и ставился прямо на угли. И чтобы он не завалился, не упал, была вот такая ножка для ручки. Также вот сюда тоже наверх подними. Также вот характерная ручка, длинная ручка, тоже для того, чтобы можно было в костер, в огонь далеко поставить джезве. Как может это окно упасть и ничего не разбить? Вот смотрите, процесс идет, кофе у нас поднимается, пенка поднимается, и буквально вот считанные минуты, даже минуты не будет, секунд 20, наверное, осталось. Процесс идет. Так, значит, напоминаю, да, кофе готов, когда пенка поднимается до краев джезве, до краев. То есть он поднялся, отстаивать его не надо, ничего не надо делать, все, нужно снимать с плиты и сразу же разливать. Этот процесс нужно не упустить, кофе быстро поднимается, поэтому мы его снимаем с плиты и сразу же идем разливать. Так, пенки у нас здесь много, поэтому, соответственно, начинаем разливать. Распределяем пенку так, чтобы все пили хороший кофе. Основная сложность в том, что нужно это сделать быстро, потому что пенка оседает и теряет свои свойства. Поэтому делаем это вот так. В идеале было бы в 2 руки это делать. Я чувствую по запаху, что он насыщенный, что он крепкий. То, что надо. Еще бы хотела пенки, да? Пенки очень много там. Очень. Так, теперь берем финджан и прям к носику, близко к носику и наливаем. Ни в коем случае не устраивайте водопад из этого. Там на самом деле пенки еще хватит на столько же этих чашек. Внутри, обратите внимание, вот сейчас я буду наливать. Смотрите, сколько там еще пенки. Там огромное количество. То есть мы сейчас можем оттуда просто ее докладывать.
Осталось 3. Последний рывок. Вот, смотрите, какая плотная пенка. Даже несмотря на то, что это большой объем, у нас получилось распределить ее по чашкам. В каждой чашке должна быть определенное количество пенки. Так, вот мы налили с вами 12 чашек. Вы можете просто распределить эту пенку по чашечке. Ее, скажем так, немножко ее уравновесить, сделать ее более однородной. И чтобы это смотрелось красивее в самой чашке. Вот здесь чуть-чуть пеночки можно было бы больше. Вот таким образом мы сварили 12 чашек. И здесь по ощущениям еще, наверное, 10 точно влезет. И пенки, в принципе, вот здесь видно? Не видно, да? В общем, кофе еще много, так что можно еще штук 10 выложить. Зовем всех соседей. Так, и теперь самое главное. Нам же нужно теперь сделать вердикт. Да. Крепкий. Первое. Крепкий, плотный кофейный вкус. За счет того, что мы варили его чуть-чуть дольше, чем положено, буквально там минуты 2-3, он получился более экстрагированным, более крепким, но плотность у кофе присутствует. И такой, знаете, ореховый вкус, орехово-шоколадный вкус тоже присутствует. То есть очень хороший плотный кофе, и в него можно добавить сливки для вкуса.